Инцидент с медведем произошел именно здесь, на территории парка отдыха в Карабулаке. По невыясненным пока причинам, полуторагодовалый зверь сбежал с частного двора и направился прямиком сюда, к месту у реки, где отдыхали посетители парка. Выехавшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, но перед этим животное успело ранить 2 человек. Хозяин медведя Микаил Дакиев рассказывает, что все произошло накануне в районе 5 часов вечера. Он вместе с семьей в это время не был дома, когда услышал крики и выстрелы со стороны парковой зоны. Вот работники отсюда прибежали, и мне говорят, вот медведь вырвался, он, за ним собака бежит, вот он вдоль речки. Я только прибежал, вот, и они мне говорят, вон у моста он. Я подбегаю, увидел парня первого, у которого вот рука была поранена. Он мне говорит, вот он за речкой, говорит, у моста. Я перескакиваю, вижу, он сбивает с ног вот этого второго. Я подбежал, он увидел меня, начал идти в мою сторону уже. И тут там машина была, парни, которые отдыхали, видать. Они посигналили, он со страху запрыгнул в воду. И по течению, метров там 50, он выйти не может, там обрыв большой. И я за ним шел. Этого мы посадили в машину до Сергея, на эту 99-ю, он его в больницу отвез. Я за ним пошел, чтобы вывести оттуда, чтобы привезти назад его. Он вышел за мной, шел следом за мной, мы почти до моста дошли, и тут кто-то вызвал ОМОН. 2 пострадавших от укусов зверя сразу же доставили в ИРКБ города Назрань. Одного из мужчин после оказания ему медицинской помощи отпустили домой. Второй местный житель получил более серьезные травмы и пока остается в больнице под наблюдением врачей. Вчера в районе 18 часов были доставлены 2 жителя города Карабулак с травмами, полученными в результате укуса медведя. Им была оказана вся необходимая помощь. 1 больной был выписан, отправлен на амбулаторный этап долечивания. 2 больной был госпитализирован в отделении травматологии. На данный момент состояние больного стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая помощь ему оказывается. В настоящее время полиция проводит необходимую проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хозяин животного говорит, что территория не была огорожена забором, и абсолютно любой человек мог спокойно войти и открыть клетку. Были здесь вчера, говорят, вот мы выясняем, кто был после того, как я ушел. Ну вот, вроде не местные, говорят, но надо выяснить, кто это был, что это было. Там дальше у нас видеокамеры есть, где вот кафе. Посмотрим, будем выяснять, посмотрим, что это было. Разберемся еще. После того, как медведя удалось поймать, на место сразу же приехали сотрудники ветеринарной службы. Они обнаружили несколько пулевых ранений и незамедлительно предприняли меры по оказанию первой медицинской помощи. Также на месте решался вопрос о перевозке животного за пределы республики для проведения в случае необходимости хирургической операции. Огнестрельные ранения у него были на лапах, на плече, на предплечье и сквозное ранение через поясницу, брюшную полость, и пуля сквозным образом вышла наружу. Ну, в таком виде мы практически все раны обработали, произвели возможную помощь, сделали обезболивание, провели необходимое медикаментозное вливание в виде антибиотиков, инъекций, ну и оказали помощь первую, чтобы раны быстрее зажили. Как рассказал хозяин медведя, к нему он попал 5-месячным почти 2 года назад. Косолапый был ранен. Микаил Дакиев подлечил его лапу. К тому времени, как рана зажила, животное привыкло к Микаилу. Это означало, что выпускать его обратно в дикую природу уже нельзя. Малыш просто бы не адаптировался и умер бы от голода. Так как мы собирались сделать зоопарк, совсем маленький, ну мы решили его, посмотрели, можно выходить. Ну, взял и вот... Все время он находился сперва во дворе. Ну, все, сколько здесь люди приходили, мы так не давали смотреть. Ну, то вот издалека, вот как вы видите, тут охрана еще. Так-то он не агрессивный был. Даже раньше же вот даже съемки делали, он абсолютно не агрессивный. Даже когда вчера он раненый был, и то не был агрессивным, когда мы его даже перевязывали ему все. Учитывая все обстоятельства, 3 месяца назад представители Минприроды составили протокол в отношении Дакиева, так как у него не было документов, которые разрешают содержать дикого зверя в домашних условиях. Не отвечала всем требованиям и клетка. Забирать тогда медведя не стали по просьбе самого хозяина. Мы сказали, что вот эта клетка не подходит, надо построить вольер и большую клетку для содержания этого. Он с этим согласился, и вот мы дали ему срок до мая месяца, чтобы эти все работы были проведены, и медведя переселили туда.
в просторный вольер. Часто наведывались, смотрели, как идет работа. Да, он действительно свои обязательства выполнял, и вольер почти что был готов вот к данному сроку. Но обжиться на новом месте медвежонку было не суждено. Сегодня утром животное скончалось от полученных накануне ранений. Этот случай – печальный повод задуматься всем, кто в будущем планирует приютить у себя дикое животное, а тем более дикого зверя. Прежде чем приручить, задайте себе вопрос, готовы ли вы нести ответственность за своего питомца и идти на риск, осознавая, что однажды его действия могут привести к непредсказуемым последствиям и, как в этом случае, к гибели. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.